Пока власть строит огромные высотки в Душанбе, дети находятся в опасности. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как на юге Таджикистана во время занятий рухнула школа. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всех важных новостей. ЧП произошло в районе Джами во время школьных занятий, но учеников успели эвакуировать из рушившегося на глазах здания. Инцидент произошел во второй половине дня 11 февраля в школе номер 31 Кишлака-Вагдад в районе Абдурахман-Джами Хатлонской области во время учебного процесса. Часть крыши обвалилась, и вслед стали разрушаться стены здания. Корреспонденты 12 февраля побывали на месте инцидента. Тут шел разбор завалов. Удалось поговорить с директором школы Мустафо Баладжановым. В пятницу примерно в 5 часу ученики 7 класса заметили, как начала обсыпаться штукатурка со стены в классе, и сообщили об этом своему учителю. Он немедля встал выводить детей из здания. Никто из них не пострадал, сказал он. Хорошо, что учитель вовремя отреагировал на эту ситуацию и догадался, что может произойти. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Он сообщил, что сначала обвалилась кровля здания, а затем стали рушиться стены. Были разрушены кабинет директора, 1 класс и учительская. Директор отметил, что здание школы, где было 8 школьных классов и учились 258 учеников, было сдано в эксплуатацию еще в 1957 году и было аварийным. Зав. Отделом образования района Джами Хасан Табаров, который контролировал разбор завалов здания и находился там же, сказал, что здание действительно было аварийным и его собирались снести. В 2021 году мы построили 23 дополнительных учебных класса в 9 общеобразовательных учреждениях района, и сейчас продолжаем возводить 21 такой класс в 7 разных школах. В 7 школах-районах тоже часть зданий аварийной, в них тоже начали строительство 14 классов, сказал Табаров. Однако ни директор школы, ни глава района не объяснили, почему в аварийном здании продолжали учиться дети. А тем временем на месте ЧП было видно страшную картину. А что было бы, если дети просто вовремя не заметили разрушение? Как вы думаете? Как думаете, кто должен понести за это наказание? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.